Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Это еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире и во внешней политике нашей республики, о серьезных и имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. Президент Бадра Гунба, принимавший участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, также, находясь в Москве, дал интервью агентству РИА Новости и рассказал в нем, как воспринимает атаки Киева на Москву в преддверии праздника, от чего зависят отношения Сухума и Тбилиси, и о некоторых других темах. Касаясь темы самого праздника, президент отметил, более 55 тысяч наших людей сражались на фронтах Великой Отечественной войны, из них более 17 тысяч не вернулись домой. Учитывая малочисленность нашего народа, эта война коснулась каждой семьи. Память об этих людях жива, и их героизм будет примером для будущих поколений. 9 мая в Абхазии отмечается широко и массово. Это возможность выразить благодарность жертвам и героям той войны. Действия украинских беспилотников над Москвой в канун Победы Бадр Зурабович назвал государственным терроризмом, отметив, что если бы не герои советского периода, возможно, не существовало бы и самой Украины в ее прежней форме. Мы видим проявление неофашизма, попытки стереть память и испортить праздник миллионам людей. Но эти попытки обречены на провал, отметил Гунба. На вопрос журналиста, видит ли он возможность диалога с Грузией, президент Абхазии сказал, цитата, «Элита Грузии не смирилась с реальностью. Абхазия – независимое государство. Нужно спросить у наших граждан, оккупированы ли они. Мы свободны, развиваем свою культуру, традиции. Это и есть независимость». Заявление Грузии – политический диалог с Тбилиси возможен после признания реальности и подписания соглашений о неприменении сил, отметил Гунба. В то же время президент подчеркнул, что, цитата, «мы хотим добрососедских отношений с Грузией, чтобы ее руководство осознало перед ним независимое государство, не желающее ни войны, ни конфликта». Этот приоритет был задан еще в рамках национально-освободительного движения Владиславом Арзенбо, и он не изменится, сказал президент. К другим темам. Тем временем в Тбилиси начинают сбор подписей за восстановление дипотношений с Россией. Резолюция о начале сбора подписей в поддержку восстановления дипломатических отношений с Россией подписана в рамках круглого стола в Тбилиси с участием представителей грузинских политических объединений. Как отметил секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипе, народную дипломатию нужно задействовать активнее. Именно народ должен дать мандат государству на проведение прямых переговоров с Россией. По его словам, в этом заинтересованы люди, которые связаны с Россией, представители туризма и бизнеса. В резолюции отмечается, что Грузия не в состоянии сама преодолеть масштабные экономические и социальные трудности, которые сейчас переживает страна. Необходимо углубление дружеских отношений с соседними странами. Настало время восстановить добрососедские отношения с Россией, говорится в документе. Напомним, что Тбилиси разорвал отношения с Москвой в августе 2008 года. Москва заявляет, что у нее нет ограничений для восстановления отношений. 17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией. Дипломат отметила, что для грузинской стороны РФ продолжает оставаться важным рынком по многим направлениям. Россия также занимает лидирующие позиции в поставках энергоносителей и зерна в Закавказскую республику. Власти же Грузии заявляют о том, что о восстановлении дипотношений речи быть не может, пока, цитата, «Россия оккупирует территории Грузии». Напоминаем, что там действует так называемый закон об оккупированных территориях. Продолжаем передачу. Ну и основной фокус внимания в международной повестке – это предложение президента России Владимира Путина Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий. С таким предложением он выступил, завершая праздничное мероприятие, посвященное 80-летию Победы, и заявил, что переговоры начнутся 15 мая в Стамбуле, где они были прерваны. «Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной», отметил российский президент в своем заявлении. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта
выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной. Было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному устойчивому миру, сказал Владимир Путин. Отметим, что Владимир Зеленский заявил, что ожидает от России прекращения огня с понедельника и лично будет ждать Владимира Путина в Стамбуле 15 мая. Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут, написал Зеленский в своем телеграм-канале в воскресенье. Чуть позже в вечернем обращении Зеленский подтвердил намерение отправиться в Стамбул и сказал, что длительное перемирие, которое послужит основой для дипломатии, может значительно приблизить мир. Незадолго до заявления украинского президента, президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции. Президент Путин не хочет заключать соглашение о перемирии с Украиной. Вместо этого он предлагает встречу в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровопролития. Украина должна согласиться на это незамедлительно, написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела и действовать соответственно, добавил Трамп. В субботу лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши прибыли в Киев и заявили, что с 12 мая Россия должна прекратить огонь, чтобы обеспечить начало мирного процесса. Они пригрозили ввести против России новые санкции, если это предложение не будет принято, и сообщили, что с такой позицией согласен президент США Дональд Трамп. В ответ Путин сделал ночное заявление, в котором обвинил Украину в нарушении предыдущих соглашений о перемирии, по сути, отвергнув требования о 30-дневном перемирии. Вместо этого он предложил начать прямые мирные переговоры в Стамбуле уже 15 мая. В воскресенье президент Турции Реджеп Таип Эрдоган созвонился с Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном и подтвердил готовность принять мирные переговоры между Россией и Украиной. На эту тему в своем телеграм-канале рассуждает политолог Сергей Маркедонов, назвав эту заметку вполне красноречиво. «Стамбул-2. Трудные поиски мира». Начал политолог с того, что напомнил нам о том, что 29 марта 2022 года в столице 4 империй Стамбуле состоялись очные переговоры диппредставителей Москвы и Киева. Какой пакет получился по их итогам, пишет Маркедонов и перечисляет. Кратко зафиксируем его ингредиенты. Отказ Украины от членства в НАТО и нейтралитет, введение Института стран-гарантов украинской безопасности, постоянные члены Совета безопасности ООН, плюс ФРГ, Италия, Турция, Канада, Польша и Израиль. Готовность Киева не решать военным путем проблемы Крыма на 15 лет, однако тогдашние договоренности не были реализованы. И самое главное, что после серии информационных утечек Давид Арахамия, руководитель украинской делегации на стамбульских переговорах, в интервью каналу 1+1 подтвердил факт вмешательства Запада в дипломатический процесс, что повлияло на отказ Киева от практической реализации достигнутых договоренностей. Далее Маркедонов с уверенностью говорит о том, что предложение о прямых переговорах не было экспромтом, что оно, скорее всего, отражает положение дел на фронтах.